Итоги проведения международного турнира по смешанным единоборствам «Дорога в М1. Битва в Назране» обсудили в Магасе. Из-за слабого контроля со стороны ответственных лиц возникла потасовка болельщиков с разных трибун. Конфликт удалось погасить. Вместе с тем, для обеспечения правопорядка при проведении турнира задействовали более сотни полицейских. Внутри здания меры по безопасности обеспечивали 15 сотрудников ЧОП. Также привлекли 16 сотрудников Минспорта. Для делегаций из разных субъектов России были выделены отдельные секторы, по которым были разбиты сотрудники органов внутренних дел. Все эти сотрудники были разбиты по секторам. Они обеспечивали правопорядок. Та делегация из Дагестана был выделен отдельный сектор. В данном секторе также присутствовали сотрудники Министерства спорта. Однако на турнире по смешанным единоборствам «Дорога М1. Битва в Назране» на трибуне Дворца спорта, где располагались болельщики из Республики Дагестан и Республики Ингушетия, произошел конфликт. В ходе конфликта за нарушение общественного порядка в ОМВД по городу Назрань доставлено 2 человек, в отношении которых составлены административные материалы по статье 20.31 КоАП РФ. Несмотря на принятые меры, также во время проведения данного турнира из прилегающей территории ко Дворцу спорта была угнана автомашина ВАЗ-2107, припаркованная на территории, прилегающей к Дворцу спорта. В данное время данная автомашина обнаружена. Происшествие не повлияло на ход спортивных соревнований, и турнир был продолжен. Глава Ингушетии акцентировал внимание задействованных в этой работе структур на необходимости выявить просчеты ответственных лиц, установить причины их допущения. Должны быть силы быстрого реагирования, группа быстрого реагирования, которая в случае чего должна работать. И здесь вопрос, где была эта группа быстрого реагирования, если ОМОН, спецназ там, или там ППС, Юрий Александрович, кто там должен был находиться, которые должны были в это время с дубинками войти и встать между людьми там, и всех успокоить. Почему? Потому что все-таки на форму люди реагируют более там, форма есть форма. Они понимают, что это уже противостояние законам, власти. Должна была эта группа быть там, и почему ее не было, почему не было принято меры? Это еще один вопрос. Говорить, что это внезапно, это не внезапно возникло. Потому что, когда группа болельщиков активно кричат, активно болеют, активно себя, ведут очень себя активно, надо понимать, тем более, если они не местные, а приехали, надо понимать, что в любом случае они очень сильно привлекают к себе внимание. Таких же болельщиков, только из республики. Вот я тоже сидел спиной к ним и понимал, что к чему-то это все приведет. Слишком ярко выражена активность. Это тоже вопрос. Почему и в это время там не было принято каких-то мер? Еще один вопрос. Да, можно говорить, что они болельщики, друг друга все знают, приехали поболеть. Я же говорил, у каждой группы, которая приезжает, или из Дагестана, или из Чечни, или из Осетии, или из Кабардино-Балкарии, или из Ингушетии, которые выезжают, вы должны назначать старшего, и там тоже есть свой старший. Когда они приехали, начальник ГОВД или его заместитель, начальник службы безопасности Дворца спорта, директор Дворца спорта, все же должны с ним побеседовать, даже до того, как выйдут, сколько машин, сколько людей. Это люди приехали из других регионов. И машины у них отдельно должны стать, для них должно быть место определено. Не так там на дороге бросать, они должны это знать. Да, есть те, которые не организованно приехали сами по себе, а есть те организованные, которые приехали автобусом или чем-то. Все это на отдельное место, на стоянку их автобус или машины поставили. Все. Людей посчитали. Отдельный сектор, не вперемешку сажать их с ингушами. Они сами сели в своем секторе. И ЧОП справа-слева, там, если там нужно, там, или положено, там, МВД справа-слева их охраняют, или там от них кого-то охраняют.